Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном этим утром. Продолжает подсчет ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Планируют взыскать с Норникеля еще 40 миллиардов рублей, на что пойдут средства. Важнейшее открытие. Канадские ученые выяснили, как долго сохраняются в крови переболевших антитела к коронавирусу. И неожиданная находка, способная пролить свет на исчезновение янтарной комнаты. Продолжает подсчет ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Еще 40 миллиардов рублей после происшествия требуют вернуть ихтиологи. На восстановление водных биоресурсов потребуется 18 лет. За это время нужно построить 3 рыборазводных завода и выпустить не менее 9 тысяч мальков ценных пород рыбы. К такому выводу пришла экспедиция Росрыболовства, итоги которой представили ученые. Таким образом, к почти 150 миллиардам рублей ущерба, который Росприроднадзор намерен взыскать с Норникеля за ущерб в воде и почве, могут добавить еще 40 миллиардов. Тем временем счетная палата Франции заинтересовалась пожертвованиями для Нотр-Дама. Отчет ведомства о том, как обстоят дела с восстановлением собора Парижской Богоматери, привлек к себе внимание. По данным счетной палаты, некоторые из созданных фондов использовали до 500 000 евро из полученных средств на свои собственные административные расходы, зарплату сотрудников и аренду здания площадью 500 квадратных метров. Напомним, после разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери почти 340 тысяч человек перечислили на восстановление огромную сумму – 835 миллионов евро. А канадские медики выяснили, что антитела к коронавирусу начинают исчезать из крови и организма переболевших носителей примерно через 3 месяца после заражения. Результаты их наблюдения опубликовал научный журнал. С начала эпидемии COVID-19 ученые и общественность дискутируют о том, может ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к вирусу. Ответ на этот вопрос критически важен для того, чтобы определиться со стратегиями вакцинации и верно оценить, появится ли у человечества коллективный иммунитет. Таким образом, первые долгосрочные наблюдения такого рода показывают, что естественным путем коллективный иммунитет вряд ли сформируется. К новостям нашего региона. На территории Якутии сегодня проверят систему оповещения населения. В связи с проведением всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в 10 часов 30 минут по всей республике запустят сирены. Проверка будет сопровождаться перерывом вещания федерального цифрового телевидения, республиканских и городских телеканалов и радиостанций. Главное управление МЧС России по Якутии просит жителей республики сохранять спокойствие. Услышав звуковой сигнал, необходимо просмотреть сообщения в эфире телеканалов или прослушать их по радио. Расширенный сектор электронных услуг Центра «Мои документы» открылся в Бердигистяхе на базе Центральной районной библиотеки. Сектор электронных услуг – это место, где граждане могут оформить госуслуги в электронном виде в специально оборудованных для этого местах с выходом в интернет, а также при необходимости воспользоваться помощью консультантов по вопросам оформления услуг. У нас в библиотеке есть 2 консультанта, это я и Анастасия Евгеньевна. Мы прошли онлайн-обучение, нас учили специалисты МФЦ города Якутска, и по окончанию обучения мы получили сертификаты. Наша библиотека постоянно развивается, и в будущем планируется открыть такие секторы электронных услуг в филиалах горной МЦБС. Этот сектор позволит возможность для нашего населения войти в свой кабинет, личный кабинет, не через электронную базу данных в МФЦ, а здесь вот именно на рабочем месте библиотеки имеет возможность наше население войти в свой кабинет, оплатить пошлины.
Ожившие фотографии времен войны и не только можно увидеть на выставке «Победа-75». Она открылась в историческом парке «Россия. Моя история». На выставке представлены личные вещи выдающегося якутского снайпера Ивана Кульбертинова. Также посетители при помощи цифровых технологий смогут узнать о вкладе Якутии в победу над фашизмом. Выставка будет работать до середины ноября. Конечно, мы знаем о том, какой вклад внесла Якутия, ее славные сыны, дочери, трудовой тыл. Но вот представить это в одном месте, это была вот наша задача. Поэтому мы работали с архивами, с нашими музеями, с Центром аудиовизуального наследия, с НВК «Саха», с отдельными улусными музеями. Здесь освещены те темы, которые раньше, может быть, не так широко были известны. Это трагедия Чурапчинского переселения, это голод во время войны, это тяжелая трагедия для всего населения. Останки корабля времен Второй мировой войны нашли на дне Балтийского моря польские ныряльщики. Ученые полагают, что они могут пролить свет на исчезновение янтарной комнаты, рассказывает Артем Сторонов. Польские дайверы обнаружили на дне Балтийского моря останки корабля времен Второй мировой войны. Они полагают, что находка может пролить свет на одну из самых больших загадок 20 века – исчезновение сокровищ янтарной комнаты из царского села под Петербургом. Грузовой пароход «Карлсруэ» отправился из Кёнигсберга, ныне Калининграда, в 1945 году, однако вскоре был потоплен при бомбардировке советских войск. Именно в Кёнигсберге в последний раз видели янтарную комнату, после чего она бесследно исчезла. По словам дайверов, останки корабля практически нетронутые. В трюме находится военная техника и множество контейнеров с неизвестным содержимым. Именно в них, как полагают совершившие открытие люди, могут находиться пропавшие драгоценности. Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I в начале XVIII века, а затем подарена Петру I. В годы Великой Отечественной войны Екатерининский дворец, где она находилась, был захвачен немецкими войсками. Янтарные панели разобрали и вывезли в Кёнигсберг. Дальнейшая их судьба неизвестна. По разным версиям, они могли быть уничтожены при бомбардировке, тайно проданы в США или где-то спрятаны или вывезены. В Екатерининском дворце российские мастера в начале 21 века воссоздали копию утраченного шедевра. Активистам разрешат проверять приюты для животных. Россияне, неравнодушные к судьбе братьев наших меньших, могут стать общественными инспекторами и призывать к ответу тех, кто плохо обращается с животными. Их полномочия и порядок регистрации установлены в приказе Минприроды, который вступает в силу сегодня. Напомним, в 2018 году в России был принят закон об ответственном обращении с животными. Именно в нем прописаны основы общественного контроля в этой сфере. Чтобы стать инспектором, гражданин должен подать заявление в Росприроднадзор, приложив к нему копию паспорта и 2 фотографии. В течение 5 дней ему должны выдать удостоверение. А для героини следующего сюжета фотографировать животных – это хобби, но результат каждый раз завораживает и дает заряд энергии и позитива. Чем вдохновляется нерюнгринский фотограф-анималист Евгения Левина. Об этом в материале Ирины Кичигиной. Ты где? Иди сюда. Больше всего любят грецкие орехи. Сойка, кедровка, поползень, бурундуки и белки умеют быть настоящими фотомоделями, если попадают в кадр к Евгении Левиной. По профессии она логопед, но 11 лет назад у нее появился первый фотоаппарат, который стал началом ее страстного увлечения фотоохотой. Чтобы поймать заветный кадр, порой приходится проводить в лесу по несколько часов. Да и модели бывают капризными и непредсказуемыми. То норовят упорхнуть, не дождавшись окончания съемки, то стащить реквизит. Я вот с посудой с маленькой снимаю, если у меня был целый сервиз чайный, кукольный. От него осталось ровно 50%. Не знаю, зачем они его утаскивают, но зачем-то надо. Чай вечерами будут пить зимними. Иногда по весне я обхожу лес и нахожу свою посудку. Снять хищников удается редко, но складывается ощущение, что есть в лесу свое сарафанное радио, которое разносит молву о том, что папарацци близко и желающие могут принять участие в фотосессии. У Евгении есть несколько так называемых фотозон, куда она выходит не реже 2 раз в неделю и желательно в одно время. Декорациями служат причудливые ветки, мох, пни или фрукты, заготовленные заранее. Кто-то, может быть, пройдет мимо,
на самом деле это не просто деревяшки, это декорации для съемок. Вот я собираю всякие разные коряшки. Вот такие, чтобы сделать красивые, интересные кадры. Работы Евгении востребованы как в республике, так и за ее пределами. Так, в Новосибирске стены кафе «Бурундучок» уже 2 года украшает портрет этого зверька, сделанный нюрнбергским фотографом. Евгения Левина – финалист конкурса National Geographic и «Самая красивая страна». Мы надеемся, что это только начало. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Всемирный день улыбки отмечается сегодня, и это праздник, к которому может присоединиться любой желающий. У этого дня даже имеется свой девиз, который означает, что любой человек может подарить улыбку окружающим и скрасить их серые будни. Всемирный день улыбки празднуют в каждую первую пятницу октября, так как Всемирный день улыбки называют еще и Всемирным днем смайлика. В 1970 году один художник получил заказ на создание логотипа, который должен был радовать клиентов. Так появился смайлик и Всемирный день улыбки. К этому часу это все новости. Увидимся чуть позже на канале Якутия 24.